Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Акцыі пратэсту працягваюцца ў Беларусі ўжо 10-й дзень, і яны перайшлі на новы этап. Ужо не проста людзі выходзяць на вуліцы, пачалі баставаць прадпрыемствы. Ці ёсць у аб'яднанага штаба план далейшых дзеянняў? Якія функцыі ў каардынацыйнай рады? Ну, пытанняў шмат, і сёння мы маем магчымасць задаць іх Марыі Калеснікавай. Як зараз правільна нават сказаць, каардынатар аб'яднанага штаба, кіраўнік штаба Віктара Бабарыкі, адна з 3 грацый, якая засталася ў Беларусі, ці баявых падруг? Ну, координатор штаба Виктор Бабарыка, это будет, наверное, самое корректное обозначение. Добра, Марыя, давайте, может быть, пачнем вот тады з таго. А на сёння аб'яднаны штаб, ён ввогуле існуе? Ну, в том виде, в котором он был там 2 недели назад, конечно же, нет. Да, потому что физический аспект... Из нас 3 осталась в Беларуси только я. И такая же ситуация со штабами происходит, что ну вот действующий штаб Виктор Бабарыка, он сейчас, вот как он 3 месяца назад начал свою работу, он в таком же режиме, даже еще в более усиленном, сейчас и продолжает работать. И мы сотрудничаем со штабом Светланы Тихановской и аккумулируем в том числе очень много еще других повесток и каких-то действий, и каких-то планов, да, то, что мы сейчас делаем. Марыя, можна такое, ну, я не ведаю, дзесьці асабістае пытанне. Глядзіце, з-за пагроз жыццю і там перасцярогі за сваё жыццё з'ехала Вераніка Цэпкала. Мы не ведаем, што там насамрэч адбывалася ў цэнтр выбаркамі, чым шантажавалі і чым пагражалі Светлане Тихановскай, але яна таксама з'ехала. Вы на сёння фактычна, ну, галоўны вораг рэжыма. Ну, такі, самы навідавоку, які вот из тых палітычных вот фігур, якія выйшлі на хвалі выбарчай кампаніі. Вам не страшно? Нет. Вот, вам нема пагроз, у вас нема думак, вот, что я там могу до хаты не дайсці ў пэўны дзень там? Нет, ну, меня 1 раз уже пытались задержать, меня это особо не испугало, я точно так же вот и утром, и вечером. Ну, чаму іншым страшно, вот Цэпкале страшно, а вам не? Вот у чым адрозненне? Вот, ну, есть это такой момент... ваше чисто такое до ситуации, ці узровень пагроз іншы? Я вижу как бы 2 причины. Одна причина, потому что изначально, наверное, из всех 3 там еще в мае я приняла решение этим заниматься, абсолютно не имея никаких иллюзий по поводу того, что здесь может происходить. И в тот момент я для себя приняла это решение, я смирилась с тем, что, возможно, могут быть какие-то угрозы или какая-то... ну, что это может закончиться все не хэппи-эндом для меня. Поэтому для меня еще тогда это было абсолютно решение, принятое без иллюзий. Да? А второй аспект, конечно же, и у Светланы, у Вероники есть дети. И они наверняка себя по-другому ощущают в этой связи, да, потому что они в том числе ответственны за здоровье и жизнь своих детей. И это совершенно другая история, чем со мной, потому что у меня нет детей, и меня этим нельзя не шантажировать, ни каким-то образом использовать как рычаг давления на меня. Но вот это те 2 аспекта, которых я вижу. Возможно, есть еще что-то, о чем мне неизвестно. Я зараз бег ад Купалаўскага тэатра ў рэдакцыю, правёўшы кароткі стрым там, і сустрэў вас. Вы стаялі спакойна непадалёк там ад Купалаўскага тэатра з Пашай Данейка, размаўлялі, там, можа, кавы папілі. Вот вы былі вдваём там, без аховы, без этих там, як это, security. І от сапраўды думаеш, вот здаецца такая сітуацыя. Мы ўсе выдатна разумеем, што улада, асабліва зараз, калі вот, ну, яна не ведае, што рабіць, і ведае, што ёсць асноўныя нейкія там, я не ведаю, ворагі, правільна назовем, ці тыя людзі, якія небяспечныя для іх, бо яны акумулююць у сабе нейкую там увагу людзей і гэтак далей. І вот вы сапраўды так спакойна ходзіце, без аховы. Да, я точно так же спокойно и поздно вечером хожу по городу. Я общаюсь с людьми, которые меня знают на улицах, обнимаюсь с ними. Ну, я в этом не вижу ничего как бы удивительного. Для меня это абсолютно нормально.
Ну, у Э, нормальной краине это сапраўды Да, нормально. ну але у не нас вот тоже, если вы видите, то как раз я думаю, что моя узнаваемость меня и то, как люди ко мне относятся, и то, как я открыто с ними общаюсь, это в том числе наверняка меня очень сильно защищает. Я никогда себя не чувствовала в такой безопасности, как в воскресенье, когда я в течение 3-4 часов гуляла по городу без охранников, но в сопровождении всего белорусского народа. Я себя чувствовала абсолютно в безопасности и в каком-то невероятном ощущении счастья. Это как внутреннее ощущение. Я не думаю, что этому можно научиться. Я не думаю, что... эм, ну, можно подавать пример, да, вот я своим поведением в том числе подаю пример, что не надо бояться ходить по своему собственному городу, что пускай боятся те, кто нарушает законы, а не те, кто граждане Беларуси всю жизнь работают, платят налоги за то, что, на которые содержатся в том числе и чиновники и силовики, да, которые каким-то образом пытаются нас запугать и сделать так, чтобы мы жили в состоянии страха. Ну вот для меня это такой какой-то вот... Моя позиция, она для меня абсолютно... Я себя в ней чувствую очень уверенно. Саша Иванович пишет: Мария, мы, пинчане, восхищаемся вами, благодарю вас за силу, стержень, ум и красоту. Ну и далее тут вельмі шмат там молодец, здоровье, поспехаў, Маша, вы лучшая, долучаюся до ўсяго. Я з нашага першага эфира яшчэ на пачатку выбарчай кампаніі адзначыў, что Мария увогуле супер, так что может быть я был першы. Мне очень приятно, большое спасибо. Але давайте про сур'ёзнае. Мария, вы зараз вот узгадали, да прыкладу, нядзелю, калі вы былі тут на плошчы, мы там з вами сустракаліся, ваша такая такі, ну, пасыл, які вы ходите да людзей, что беларусы, паглядзіце ў люстэрка, вы самі героі, кожны з вас герой, кожны з вас вось лідар і гэтак далей. Можа быць, і я з вялікім таким, ну, я не ведаю нават, не чакаў такога, што беларусы здольныя на такую самаарганізацыю. Калі людзі самі выходзяць, рэгулююць рух на праспекце, калі вот мы ішлі да стэлы у нядзелю, і людзі там самі там нехта заўсёды знаходзіўся, калі казаў: так, стоп, чырвонае святло, не ідзем, пераходзім на зялёнае. Калі подвозілі ваду, гісторыі про тое, як на пераганкі ставілі ваду, таму што не было месца, яны, конечно, захапляюць. Тым не менш, учорашнія падзеі, калі вот пайшлі да Акрэсціна, калі там адны ідём, адны не ідём, адны там не ідзіце туды, бо там вот, ну, карацей кажучы, вось першы такі, ну, я не ведаю, не назову это канфліктам, а непаразуменне у дзеяннях, у адсутнасці, за адсутнасці плана, яно ўсё ж таки уздымае на тое, што да, мы можем паглядзецца ў люстэрка, кожны з нас можа быць лідар, але ўсё ж таки лідар, ну, патрэбен. Мы зараз тут глядзім, там, скажем, там, паглядзіце на Арменію, але там быў Пашынян. Паглядзіце на Украіну, але там таксама былі лідары Майдана. У нас ці не прыйшоў час все ж таки загаварыць пра лідара? Ну, я бы хотела еще уточнить про ситуацию с Окрестино, потому что лично я для себя сделала выбор. Позавчера я вечером ездила туда и разговаривала с волонтерами, с медиками, с адвокатами, с людьми, которые обустраивают лагерь. Я подходила к стенам Окрестина, разговаривала с близкими, которые там находились, да. И мне было важно разобраться в этой ситуации, почему люди считают, что это опасно, если там находится большое количество людей. И вы знаете, я для себя сделала такой выбор. Я не нахожусь сейчас в том положении, в котором находятся близкие людей, которые за них боятся. Поэтому если они меня просят не орать, не хлопать, потому что они боятся за то, что это может повредить их близким, я их в этом поддержу. Я не буду провоцировать какие-то громкие выступления, потому что я не считаю себя... то есть я для себя не считаю возможным на просьбу этих людей, которые сейчас страдают, и их игнорировать. Вот. И мне было очень важно самой убедиться в том, какая там ситуация. Я уже несколько раз там до этого была, но вот последний раз я была позавчера.
Я пообщалась и с волонтерами, и с близкими, и я поняла, что да, действительно, я не возьму на себя такую ответственность, я не пойду туда с большим количеством людей. Добра, Да, зараз вы для меня сказали это вот очень конкретно по ситуации да, Вакрысціна, да. але я кажу про тое, что магчыма ўсё ж таки сапраўды патрэбна нейкім чынам вот ну нейкае лідарства, потому что глядзіце, я читаю просто каментары, трэба дзейнічаць больш актыўна, інакш хутка надакучыць народу хадзіць, запал пройдзе і мы нічога не зробім і не дасягнем таго, чаго хочам. Мітынгі і забастоўкі гэта ўсё добра, але бясконца гэта працягвацца не можа па аб'ектыўных прычынах. Мітынгі людзям надакучаць, забастоўкі людзей пакінуць без грошай. Які план? Таму я ізноўку вяртаюся да гэтага пытання. Ці не прыспеў час лідарства? І у такім выпадку ну так склалася сітуацыя. З трох баявых сябровак адна засталася у Беларусі. Тут, безумоўна, можна там казаць, вот Ціхановская заявіла, што я гатова стаць нацыянальным лідарам, але мне цяжка ўявіць сабе, як яна будзе тут лідарстваваць, знаходзячыся за мяжой. Вам слово? Да, я поддерживаю Светлану Тихановскую в том, что она готова стать национальным лидером. В какой форме это может быть, я думаю, что об этом еще никто не знает, да, или не предполагает. Нема часу Я думать. лично, Вы нет, чуете, лично что для пишут себя- люди? Да, я слышу, что пишут люди, но они это уже пишут точно так же 3 месяца с самого того момента, когда мы начали эту кампанию с Виктором Бабарико, и мы точно так же очень много и советов получали, и вообще миллион критики, и всего, что мы делаем, все не то и все не так, и вообще нам нужен план, что делать 9-го, да, и это действительно какое-то невероятное давление, которое на нас оказывалось и оказывается. Но на самом деле, если посмотреть, то результат вот этой выбранной нами стратегии, он оказался супер успешным, намного более успешный, чем все, что происходило за последние 26 лет. Пагаджуся. Да. Чым Да. мяне вельмі здзівіла, якія паліттехнологі вам подказали? Не политтехнологи, в том-то и дело, потому что ни один из политтехнологов и аналитиков политических, да, когда они давали свои прогнозы, ни один из них не смог предугадать или там спрогнозировать то, что будет происходить. И в тот момент, когда мы дали возможности и инструменты людям самим понять, до какой степени фальсифицируют, до какой степени обманывают, до какой степени цинично власть не допустила там независимых наблюдателей, да, это же все какие-то плевки именно в сторону людей, потому что раньше это было понятно там какому-то узкому кругу, там профессионалов, которые занимались политикой, как это все работает. Сейчас это стало очевидно для всех. Именно это был план, и именно это сработало. Сейчас такая же ситуация. Все ищут лидера, всем нужен вождь. А мы считаем, что каждый белорус должен взять на себя ответственность и сам для себя решить, как долго он готов сопротивляться, как долго он готов участвовать в мирных акциях несогласия, в забастовках, там, в протестах, для того, чтобы возникла вообще шанс на вот это светлое будущее Беларуси. Потому что сейчас, вот когда я же получаю такое же количество сообщений просто постоянно, да, там, Мария, идите туда, сделайте это, призовите всех, скажите, это все давление, но это все не будет, понимаете, не будет волшебной таблетки, не будет того человека, который скажет, вот, я сейчас вам приду, надо сделать 1, 2, 3, мы с вами победим, и все будет прекрасно. Так не будет. Не, Мария, Да. я зараз нават не про гэта. Я про тую вот ситуацию, про якую мы з вами говорили, про учорашнюю вот ісці не ісці на Акрэсціна. Ўсё ж таки павінен быць, ну як мне падаецца, по крайней мере, нейкі чалавек, які можа і да якога прыслухаюцца, а вы зараз вот на мой погляд той менавіта чалавек, які скажа, вот узнікла раз раптоўнае сярод людзей жаданне, пойдзем на Акрэсціна, ці пойдзем там, я не ведаю, там да дома ўрада, ці пойдзем там купацца на Вячу. Але павінен быць адзін чалавек, да якога прыслухаецца, ён скажа, людцы дарагія, вось гэта малацы, добра, давайте так і зробім, вось гэта не трэба рабіць так, так і так з-за таго. І людзі паслухаюць. Павінен быць. Вот учора такого чалавека не было. І чым это мы сядзелі тут у рэдакцыі, і вот я шчыра скажу, мы паміж сабой з жахам казалі, мы баімся, што зараз это кончыцца крывёй. Ну, мне действительно сложно ответить на этот вопрос.
Я действительно не считаю, что в таких ситуациях нужно перекладывать ответственность на людей, которые должны принимать решения. Вот в этом плане. Я абсолютно серьезно это говорю. Я понимаю, что, возможно, это очень непопулярный ответ. Но белорусам нужно будет учиться в этой новой Беларуси, и уже начинать сейчас, говорить и слышать друг друга. То, чего мы не умели делать. И здесь нужно слышать ту сторону, которая не хочет, да, или ту сторону, наоборот, которая хочет. Они должны научиться друг с другом договариваться. Если я смогу этому поспособствовать, учиться, научить или стараться научиться друг с другом говорить, то, конечно, я могу это делать. Но говорить, делать и так, и не делать и так, я не буду так делать. Добра, Я, вот да, я не люди... считаю, что я вообще должна это делать. Люди пытаются, я думаю, что и вам уже писали и пытались. Вот конкретно, вот, видать, накипело у человека, он пишет, где дзеянні, хопить лить воду, якія планы. Ну вот, в принципе, я не чекаю, что вы зараз мне тут скажете, так, по пунктах, раз, два, три, чатыры, бо там же слухая нас и товарищ майор, и вышей, вот, але план есть? Конечно, есть. Продолжать мирное сопротивление. Не соглашаться вот с этими подачками власти. Сегодня мы слышали, что наградили, по-моему, около 300 силовиков. Ну, там на 25 аркушах паперы спис, так что... Я лично это расцениваю как оскорбление всему белорусскому народу, которому сейчас вот за эти недели насилия и агрессии, да, и смерти людей награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены это терпеть. И я как раз вот план в том, что сопротивляйтесь. Не соглашайтесь с тем, что вас там пытаются как-то успокоить и задобрить. Если за 26 лет этого не произошло, если мы не увидели никаких перемен, то сейчас тем более ничего не произойдет. То есть власть не изменится. Мы точно, никаких иллюзий нет. Мы точно знаем, на что они способны. Они убивают собственных граждан. Они избивают, они калечат тысячами жизней людей. Они за это должны ответить. План состоит в том, что не соглашайтесь на эти подачки. Мы будем друг друга поддерживать. Если вы боитесь потерять зарплату, работу, вы знаете, сейчас есть уже десятки инициатив, причем в разных сегментах, для помощи медикам, для помощи рабочим, да, которые, если участвовать в забастовках, то им могут потерять зарплату, то им будет выделяться какая-то помощь. К силовикам, чиновникам абсолютно такое же. Да? Там мы точно знаем, что существует угроза того, что если они пишут там заявление об увольнении или там не соглашаются совершать какие-то приказы, там могут быть какие-то большие штрафы, они там обязаны вернуть какое-то количество денег за обучение. Там какая-то очень сложная система. Просто поверьте, что белорусский народ никого не оставит в беде, мы друг друга будем поддерживать. И вот в этом и есть план. Это сейчас самый важный план. Мы должны давить, мы не должны соглашаться и не идти вот в этом случае ни на какие компромиссы с властью. Ну, тут я з вами пагаджуся, тому што давяраць вельмі складана уладзе. Возьмем, скажем, учорашні выступ Александра Лукашэнкі, які за некалькі хвілінаў свайго выступу здолеў 2 разы сказаць неправду. Пачынаючы ад таго, што яму тэлефанавала Меркель, а як нам пацвердзілі у Нямецчыне, Меркель яму не тэлефанавала. Дарэчы, вот чаму вы не пагадзіліся на перамовы з Лукашэнкам? Ён жа ж вас запрашаў, вот ён кажа. Казаў, позваніў я Колеснікова і кажу: Маша, прыходи. Я первый раз это слышу, меня никто не приглашал. Нет, серьезно, меня никто не приглашал на переговоры. Ну, это другі факт. Я ведаю, што да? насамрэч не запрашаў, але ўчора прагучала, што я ж ім прапаноўваў размаўляць, а вот яны адмовіліся. На самом деле, это в ночь с 9 на 10, когда мы увидели, что власть очень сильно агрессивно пытается подавить мирное несогласие, да, акцию несогласия, мы обратились к администрации президента Сергеенко и к министру внутренних дел с посланием. Это было около 2 часов ночи. Я лично звонила и просила
о том, что необходимо остановить насилие, и нельзя мирных граждан избивать и применять к ним такую агрессию. Нам сказали, что наше сообщение услышали, его передадут, но ответа до сих пор мы не дождались. Да? И последствием стали еще несколько дней вот этого брутального разгона и убийств людей. Коротко вось пытаются, ой, уже проскочила гэта паведамленне, вельмі шмат, уже больш за 1000 паведамленняў, тым не менш вот пытаются, што конкретно, ну по памяти я процитую, што конкретно зараз робіцца для вызвалення Бабарыкі, Тихановскага и іншых политвязняў. Ну, это, во-первых, самое первое наше требование, да, освободить всех политических заключенных, всех тех, кто сейчас находится в тюрьмах, вот, которые были посажены в эти последние недели. Среди них очень много моих близких друзей и коллег, и мы делаем все, что возможно. Возможно, это не так очевидно для людей, то, что делается, да, но все вот эти международные права, то есть все, абсолютно все возможные рычаги, они задействованы. Мы постоянно об этом говорим, мы постоянно эти списки обновляем людей, да, которые от этого страдают. Для нас это самое важное требование — свободу всем, кто сейчас сидит. Мария, давайте до навіны учорашняга вечара пра стварэнне каардынацыйнай рады. Наколькі вядома, сёння будзе першае пасяджэнне гэтай каардынацыйнай рады. Вы ў складзе гэтай рады. Що ж таки, якія мэты, задачы гэтай рады? Ну, во-первых, сейчас происходит такой момент, это формирование гражданского общества, да, и мы впервые тоже за 26 лет пытаемся с другом начать диалог для того, чтобы выработать в том числе механизмы и инструменты последующего транзита власти, потому что рано или поздно он все равно наступит, мы к этому хотим подготовиться раньше, чтобы раньше он наступил, естественно. Это очень интересный такой момент сейчас. Я думаю, что для каждого это какой-то абсолютно новый опыт. Понятное дело, что это сложно. Понятно, что, возможно, у нас будут какие-то ошибки. Понятно, что не всем будут нравиться все те члены, которые сейчас находятся уже, да, в этом совете. То есть я уже даже сейчас получаю там большое количество комментариев и какой-то критики. Но я тут опять хотела бы обратиться к гражданскому обществу. Мы должны понимать, что то, что мы сделали там за 3 дня, не было сделано за 26 лет. Мы работаем 24/7, мы работаем без выходных. Над этим созданием совета туда включены просто десятки, сотни людей, просто для того, чтобы это начало работать. Это очень сложный процесс, это очень большая ответственность на нас лежит. Но мы делаем все, что в наших силах. И, конечно же, нам в первую очередь нужна поддержка. Нам нужна поддержка, личная инициатива, то есть все, кто готовы помогать, готовы брать на себя ответственность, мы всех ждем и будем очень рады. Можно я задам такое, ну, скажем так, не правакацыйнае, а просто, можа быць, не зусім такое пытанне. Справа ў тым, што, да прыкладу, некалькі людзей мне сказалі, прычым гэта людзі вядомыя, я сапраўды лічу іх там маральнымі аўтарытэтамі і гэтак далей, якія сказалі: ой, а мы раптам заведаліся, што мы ў гэтым спісе ў каардынацыйнай радзе, мы туды і не прасіліся і не ведаем, хто нас туды ўключыў, хто складаў такім чынам спіс этой каардынацыйнай рады. Я не буду агучваць зараз імёны, я вам потым, калі пажадаеце, скажу па-за эфірам, бо я не ведаю, хочуць людзі, каб я это агучыў ці не, але, ну, как бы, один чалавек это сказаў пры мне, так вот, открывши, и вот оба-на. Ой, вы знаете, если совсем честно, я не совсем знаю, каким образом был этот процесс. Я думаю, что была часть людей, которые сами изъявили желание и каким-то образом связались, да, с секретарями и с самой Радой. И наверняка была часть людей, которые другие люди советовали, чтобы они там были. Возможно, вышла какая-то мискоммуникация на уровне того, что внесли или предложили в список уважаемых людей, но не успели с ними еще связаться. Это, скорее всего, то есть это единственная вообще причину вот такой мискоммуникации, вот я ее вижу. Но
Ну, опять-таки, да, вот я как и говорю, мы все это делаем в первый раз, это сложно, это нелегко, мы над этим работаем. Конечно же, у нас будут ошибки, но, вы знаете, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, пожалуйста, да, мы критику воспринимаем, но еще больше мы воспринимаем поддержку. Про крытку. Вот вы бачылі гэты спіс каардынацыйнай рады, безумоўна. Пераважная большасць там людзей я ведаю, сур'ёзныя людзі, можа там па кімсьці там ёсць пытаннічкі, можа няма, тым не менш. Вам не падаецца, што ўсё ж такі, як верна заўважыў Стась Карпаў, ну, скажем так, не хапае там прадстаўнікоў тых людзей, супрацьдзеянні якіх больш за ўсё на сёння баіцца ўлада. Это вот тыя, хто арганізоўвае забастоўкі на прадпрыемствах. Абсолютно верно. И как раз это то, с чем мы сейчас работаем. Вчера, когда я выступала на МЗКТ, я как раз обращалась к тому, чтобы все трудовые коллективы, которые сейчас участвуют активно в забастовках, они выдвигали своих лидеров для того, чтобы быть представленными в этой Раде. То есть это наша главная цель в том числе, да. Ну, опять-таки, существует там проблема, ну, нельзя за одни сутки решить все эти вопросы. Ну, как бы не хотелось, да, это требует времени, это требует какого-то человеческого ресурса. И, ну, вот я свое обращение могу еще раз подтвердить, то есть все трудовые коллективы могут выдвинуть своих лидеров для того, чтобы они представляли их интересы в Раде. Это мы только приветствуем, и это наша, в том числе, очень главная, одна из главных целей. Потому что, опять-таки, сейчас впервые за 26 лет мы видим этот диалог и поддержку вообще абсолютно всех слоев населения, и это бесценно, и это очень важно. И, конечно же, мы будем это поддерживать и всячески отстаивать интересы всех. Слухайте, столько каментароў, што яны нават не змяшчаюцца ў мяне ў рэстрыме, я не магу вярнуць нават назад, бо рэстрым не змяшчае. Там быў такі каментар, што Марыя, ці можаце вы перадаць Святлане, што прыйшоў ёй час уступіць на пасаду прэзідэнта, прачытаць прысягу на Канстытуцыі Беларусі і гэтак далей. Іншыя пішуць: Марыя, здаецца, гэта ваш шанец таксама на прэзідэнта пайсці. Вот ввогуле ёсць прэзідэнцкія амбіцыі? У меня? Да? Нет. Чаму? Не знаю. Вы мне застали врасплох этим вопросом. Работа у меня такая. Я поняла, а вдруг вы зараз раз и призналіся. Насамрэч, я все гэта и распланавала загадзя. Нет, таких амбиций у меня нет. Ну, пока не было. Вот пока вы не задали мне этот вопрос, у меня этих амбиций не было. Чарговы раз, калі нешта здарыцца, Лукашук будзе вінаваты. О, видите, а то все мы, и мы виноваты. А то хопіць, я ж уже, оказывается, праймерис развалил, вот оппозиция. Ну, так, тут еще и Колесников, оказывается, апынецца, потом зраблю президентом. Вы знаете, мне вопрос часто задавали о том, насколько я готова остаться в политике после того, как все закончится. Я всегда говорила, что на самом деле все только начнется, да, потому что, конечно, нам предстоит всем огромная работа по отстраиванию механизмов, процессов, инструментов вот этого формирования гражданского общества, юридической, политической системы, безусловно. Сейчас я уже в себе вижу какой-то потенциал и силы для того, чтобы в эту работу включаться. Я понимаю, что мой опыт может быть очень важным и нужным в этой сфере. То есть ничего больше этого я пока для себя еще не решила. В каком виде это может быть или еще что-то. У меня нет. Вот таких амбиций у меня нет. Мария, тым не менш, вот, глядзіце, я колькі разоў быў там на розных прэс-канферэнцыях у Лукашэнкі, і заўсёды, калі яму задавалі пытанне, так колькі вы будете яшчэ балатавацца, яго любімы адказ быў такі, цытую: як народ мяне папросіць, то я адразу пайду, тут пасінелымі пальцамі за крэсла трымацца не буду. Учора, калі народ на МЗКЦ яго папрасіў, ён што сказаў? Не дождетесь.
А ў такой сітуацыі, як вельмі слушна учора на мяне в эфіры Юлія Чарняўская адзначыла, што ён, каб утрымацца, будзе гатовы пайсці хутчэй за ўсё на ўсё. І калі раптам пойдзе эскалацыя, вот што вы будете рабіць? Асабіста вы? Я буду пытаться ее каким-то образом остановить. Я не знаю, каким. То есть вот один инструмент, которым мы попробовали остановить агрессию, это звонки и связь напрямую с людьми, которые принимают решения. Он не оказался успешным, но я буду делать все возможное для того, чтобы остановить насилие, если мы сейчас говорим о насилии. Потому что я считаю, что жизнь и здоровье людей, вне зависимости, на какой стороне они находятся, это самая главная ценность. И ради этого стоит бороться, ради этого стоит идти на переговоры, даже с тем, с кем ты не хочешь идти на переговоры. Ради этого стоит в том числе, наверное, жертвовать какими-то своими неудобствами там, или комфортом, не знаю, как это выразить. Насилие и агрессия не место вот в Беларуси в 21 веке. И, конечно же, чем быстрее тот, кто пытается удержать власть, поймет это, тем спокойнее вот как раз и произойдет этот транзит власти, да, для всех. Ну, проскочила такое пытаннечка, зачапіўся за поглядам, ну, просто ж вельмі шмат, але пэўна бывае словы хапаюцца і пытаюцца у мяне: Зміцер, спытайце абавязкова ў Марыі пра Зянона. Ну, пра Зянона Станіславовича я так зразумеў, але што спытацца пра Зянона? У вас есть что сказать про Зянона Станіславовича? Ну, я знаю, что это очень известный лидер оппозиции, и что последние 3 месяца он многократно обвинял нас в том, что мы рука Кремля, причем в очень некрасивой форме. Я знаю, что у него вышло обращение, я, к сожалению, его не успела посмотреть или послушать. Вот, поэтому мне сказать нечего. Мне кажется, каждый вправе иметь свое собственное мнение, но не вправе оскорблять и не вправе обвинять других в том, в чем невозможно доказать, и портить другим людям репутацию. Но я могу вот ответить на те 3-месячные обвинения, которые звучали постоянно из его уст, и из уст очень многих политиков, да, оппозиционных. Ну так, сапраўды, і у нас в эфіры Зянон Станіславович сказаў тое ж самае, вот, і Бабарыка, і Цыпкала агенты, вот, а вот чамусьці Тихановскі і Тихановская не. Ну вот как-то вот так вот здолелі вы аб'яднацца і агенты, і не агенты в одну такую тройку? Як это у вас так атрымалася? Потому что у нас была одна цель. У нас была одна цель, и она остается этой целью. Это смена действующей власти. Добра, на заканчэнне вы ўсё ж таки прасілі не зацягваць, спраў шмат і ў вас, і ў нас, таму ўсё ж таки сёння пасяджэнне каардынацыйнай рады. Вось асабіста вы, як сябра гэтай рады, ідзеце з чым на яе? Вот якія у вас будуць прапановы? Давайте вот каардынацыйная рада зараз пасля па заканчэнні гэтага пасяджэння зробіць што? Мы должны выдвинуть требования или принципы, да, во-первых, вокруг которых мы объединяемся, а во-вторых, требования к действующей власти, которые должны быть исполнены как можно быстрее или даже немедленно. А более подробно, я думаю, что об этом нужно будет говорить после совместной встречи. Но очень важно тоже нам всем людям, которые взяли на себя ответственность и вошли в этот совет, потому что многие точно так же, как и все мы, боролись со своим страхом для того, чтобы, да, озвучить свои имена и фамилии. Нам нужно познакомиться, посмотреть друг другу в глаза, нам нужно понять наши самые главные цели и принципы. И, конечно, я жду этого момента с большим нетерпением, потому что это, мне кажется, это очень важный исторический какой-то шаг. И это очень ну, круто. але вот ўсё ж таки, якой вам бачыцца роля каардынацыйнай рады? Яна павінна ад імя народа весці перамовы з уладамі, прадстаўнікамі ўлады, там, каб, ну так образна кажучы, вас дэлегіравалі на перамовы з Лукашэнкам, каб вы там сустрэліся з ім там сам на сам і перадалі там нешта яму вот ваши патрабаванні ці выказалі. Вот якая роля? Ну вот если будет нужно передать требования, я буду это делать. Да, если нужно их будет выдвигать и озвучивать, я буду это делать. Так же, как и все остальные тоже могут это делать. Ну, роль в том, чтобы
представить как можно больше интересов гражданского общества, да, которое складывается из разных сегментов, и таким образом выработать ясные принципы, вокруг которых мы объединяемся, и требования, которым обязана будет прислушаться власть, которые мы будем каким-то образом продвигать и за них бороться. Ну, для того, чтобы изменения в Беларуси произошли как можно быстрее, для того, чтобы вот этот транзит власти, это очень, понимаете, для белорусов это слово транзит власти, это очень такое странное и новое понятие, да, мы еще сами должны изучить все инструменты и механизмы, которые должны работать. В том числе, вот вы сустракаецеся с Лукашенкой. Вот что вы, вот зараз вы выходите, а он там стоит, каляганка, чакая вас. Что вы ему скажете? Чтобы отпустил всех людей на свободу. И все? Вот он отпустит и застается при владе? Нет. Подать в отставку, потому что не получается уже даже удерживаться синеющими пальцами, потому что народ уже настолько громко говорит «уходи», что уже даже это уже даже видео есть, понимаете, есть документальное подтверждение того, что он услышал, что люди, которые были его ядерным электоратом, говорят ему «уходи». Он должен это услышать, и все люди, которые окружают, да, чиновники, администрация, его окружают, они должны понять, что рано или поздно он уйдет. И у них есть сейчас возможность стать на сторону народа и точно так же остаться работать там дальше, исполняя именно интересы народа, а не одного человека, который узурпировал власть и не собирается ее отдавать так просто. Шмат пытанняў, але на жаль, нам трэба завяршаць наш эфір. Марыя спяшаецца. Я думаю, што не апошні раз у нас у гасцях пытанні вельмі шмат было пытанняў ўсё ж таки по поводу того, что якое ваше там стаўленне да будучага там з адносінаў з Россией, ці не продадите вы нас России? Могу сказать. Наша позиция, в том числе, которую озвучивал и Виктор Бабарико, и озвучивает, мы должны поддерживать добрососедские, взаимовыгодные отношения, прагматичные отношения со всеми странами-партнерами, со странами Европейского Союза, с Украиной и с Россией. Мы находимся в такой точке, у нас это на самом деле наше глобальное преимущество. Мы можем с ними со всеми дружить и взаимовыгодно общаться, да, в интересах Беларуси. Все отношения, естественно, должны быть таким образом сделаны. И мы это везде открыто заявляем, и мне кажется, это очень важный момент. Это очень важный момент для нас всех. Нам выгодно со всеми, выгодно общаться. Но, тым не менш, вы так вельмі дыпламатычна адказалі, калі мы з вами у маёй праграме пытаннічкі размаўлялі, вы так вельмі дыпламатычна адказалі на пытанне, чым Крым, чый Крым. Зараз ёсць адказ? Ну, точно такой же. Ну, де юре, де факто. Ну, де юре, де факто. Абсолютно, да. Все больше и больше политично подкованной становится Мария Колесникова. Спасибо вам за опыт. Видите, я учусь у вас. Хоть на гэта спатрэбіўся. Зміцер Лукашук, Мария Колесникова, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайте и глядите нас, беражите себе.